Пачки патронов СКМ Индустрия. Неполная информация о производителе, название организации, телефон, но отсутствует какой-либо адрес, фактически, юридически. То есть это может быть... Просто написано «произведено в России». Возможно, это произведено не в России, Не понимай, как хочешь. на коленке дядюшка Чена какого-нибудь. Ну, возможно. Ну, то есть отсутствие адреса. Порох-то указан, порох, дробь номер, там сколько? Порох указан, что импортный. Просто коротко и понятно. Коротко излагают, да? И вес заряда. И дробин у нас деформированный. Получается гораздо больше вот этих неправильных форм. Правильной форме дробин Да, в сравнении с азотом и главпатроном. Посмотрим, как покажут себя в Сафари, Феттер и Северная звезда. Итак, очередь за каким патроном? За Сафари. Нургун достает из пачки случайный патрон. Покажите нам название. Сафари профессионал. Safari Professional, да. И начинает потрошить его, чтобы посчитать количество дробин. По предыдущим патронам самый нестабильный по размерам оказался SKM Industrie Elite. Попадались дроби овальной формы и всяких разных форм. Вес дробин одинаковый, но форма, диаметр СКМ оказался на пол миллиметра меньше. На четверть миллиметра меньше, чем угла патрона и азота. Хотя вес равный. Так, Нургун приступает к подсчету дробин. Алексей и Вадим внимательно следят и про себя также считают количество. Ну, 137 дробин в патроне Safari Professional, красная гильза и темно-синяя фиолетовая упаковка. 137, да? Да. И Вадим приступает к взвешиванию дробового снаряда Safari Professional. Да, 31,7, скорее всего, да? Да, 31,7. 31,7 ровно весит дробовой снаряд патрона Safari Professional. Сколько штук? 137 дробин. 137 дробин. Теперь Нургун замерит диаметр одной случайно выбранной дробины. В процессе подсчета, Нургун, ты заметил форму, как ты оценишь форму Safari Professional дробин? Округлые или тоже овальные, неправильные формы? Здесь еще более-менее. Половинчатые есть, половинчатые? Половинчатых нету. Овальной формы тоже не заметил. Ну, сейчас диаметр посмотрим. Случайно выбранная дробина из 100, скольки штук там? 137. 137. Нургун выбирает одну единственную дробину и замеряет диаметр штанген циркулем, точным прибором. О, бедная дробина убежала. А, нет, поймал Нургун. Сейчас. Замер диаметра дробины. Safari Professional. Красная гильза. Темно-синяя упаковка. Итак. Чуть больше 3. Покажите нам.
на камеру. Не шевелим, держим. Вот. И сколько? Да, 3,25 или даже меньше. Да, Передайте-ка или Алексею, так. сколько вы скажете Алексею там по шкале диаметр выходит. Как вы считаете? Ну, 3 миллиметра и 25 есть да, или меньше 25? да, 25 сотых. Вадим, посмотрите, пожалуйста, удостоверитесь. Сколько скажете? Так, 3. Раз, два, 3. 3,3 миллиметра. Ну, 3,3 миллиметра. Записываем. Эту дробину поместим сейчас на подставку. Округлая или тоже овальная? Более-менее круглая. Ну, все равно немножко нехорошо катится, да? Не катится хорошо. Нет, более-менее Ну, круглая. более-менее. Ладно, округлая. Сюда. И у нас. На весы. Тоже дробину. Пока запишем, сколько там диаметр будет. Тетрадочку, все записывается аккуратно. Диаметр дробины. 3. 3,3 сказали. Да, и теперь вес дробин. Да, более-менее 0,2. формы. Ну, что 0,23. 0,23 грамма. Записываем в тетрадочку. Это был Safari Professional. 0,23 грамма. Теперь очередь за патроном Fetter. Покажите нам, зрителям, что это действительно Fetter. Случайно выбранный из коробочки патрон Fetter. Вот видно Fetter название, белый патрон. Угу. Хорошо, давайте приступаем. Алексей и Вадим наблюдают, что не менее ответственно, чем производить замеры количества. 128. 128 штук и половинку я вижу. — 128, включая распиленную пополам дробинку. 850. Ну, 800 ровно даже Ну, получается. давайте, 31 800, запишем. Вес дробового снаряда патрона Fetter, белый патрончик такой. Ага. Завальцовка звездочкой. Оказалось 31 800, а коробка фиолетового цвета. Все округлые, да? Нет, есть много неправильной формы. Да? Дробина неправильной формы снова у Феттера, как и у СКМ, да? Неправильной формы много дробин. Покажите, например, одну случайно выбранную, покатайте по столу, пожалуйста. Да, вот видите, смотрите, случайно выбранная дробина плохо катится, да? Во. Видите, она даже квадратная, что ли? Наверное, патент какой-то, квадратный троп. Изобретение что-то. Ну давайте теперь эту дробину самую возьмем и замерим штангенциркулем. Больше 3. Больше 3. Покажите, пожалуйста, нам. То есть зрители. Сейчас настроим. Что-то отсвечивает. Ну-ка. Сейчас покажем. Да, больше 3. Немножко, да? ну, 3,4 где-то. Ну, а теперь Вадим покажем. Сколько скажет Вадим. Угу. Повторюсь, патрон Fetter, белая гильза, фиолетовая картонная упаковка. Так, 3, 2, 3, 4. 3,4. Угу. Записываем. 3,4. И замеряем эту же дробинку в весах. 3,4.
Это у нас предпоследний патрон. Мы немножко утомились, особенно после кумыса козьего. Но ради правды уже второй час сидим в прекрасном актовом зале. Ребята выбраны по объявлению. То есть не выбраны, они пришли по объявлению на отстрел. 0,25. 0,25, да? 0,25. 0,25. 250, значит, миллиграмм, да? Миллиграмм, ага. 250 миллиграмм. 0,25 грамм. Угу. Диаметр написал, да? Диаметр у нас 3,4. Все. Нургун собирает на весеннюю утку дробинки. И у нас остается последняя коробочка с национальным колоритом, как и актовый зал. Северная звезда называется. Хорошая коробочка. Ну, маркетинг, конечно, у Феттера на высоте и углах патрона. Как вирусная реклама, да? Вот зайчик. И выбирает случайный патрон из коробки «Северная звезда». Северная звезда. Северная звезда. Такое малоразличимое название на белой гильзе, похожей на гильзу Феттера. Точь-точь. Но результаты, возможно, другие будут. Давайте посмотрим. Приступайте к препаровке патрона. Нургун. Нургун, как строитель, носит отвертку с собой, и этой отверткой скрывает аккуратно патрон. Завальцовку звездочкой. Ребята следят. Двадцать 121 и половина. Половинка есть, да? Да. Какие они, а? Ладно. Вадим, запиши сразу. Дробина и половина дробины. Половинку поближе. Половинка на половинку или 1/3? Половинка, да? И как качество дробины в отношении там округлости? Попробуем случайно выбрать дробинку. Хорошо или плохо? Есть. Есть, хороший, да? Не так квадратный, как другие. Овал. Овал, да? Да. Ну, катится. По овалу. Плохо Катится. Ну, ладно. Овал тоже, да? Да. Что ж такое плохое качество дробин-то? Поэтому у нас утки мало добывается. Это все из-за формы дробин зависит. Да. Давайте одну дробину возьмем еще раз. Случайно из этого снупа. Все равно овал, да? Да. Покажите, пожалуйста, зрителям. Это у нас получилось. Теперь видно 3. Только маловато что-то, да? 3 и немножко там, да? Да. Покажите Алексею. Алексей. Можно еще раз проверить. Еще раз снять. Тут 3,4. 3,4. Давайте, Нургун, это овал, поэтому еще с другой стороны замерим диаметр, снимем сначала и покрутим в руках, и давайте другой стороной теперь замерим. Потому что это неправильная форма, не круг, а овал. А сейчас получается уже почти 4. Да. Ничего себе, покажите-ка нам, что за безобразие. Что такое? Ничего себе народ будет, а? Как так можно бессовестных? 4 миллиметра.
почти полсантиметра. Да, почти. это Как можно таким почти рыбовым 4 миллиметра. снарядом будку бить? Покажите Алексею, журналисту газеты «Якутия». Без малого 4 миллиметра. Без малого 4, подтвердил Вадим, будущий горный инженер, математик. 4. 4 миллиметра. 3,9. 3,9. Запишем 3,9, пока не забыли. Один диаметр сколько было? Там 3 было, да? где-то чуть больше 3. 3,4. Да. И 3,9. 3,4-3,9 запишите. Тут половинка еще была, да? Вот 50 ватт цвет, вода лежит. Два. 32-100, да? 32 100. 32-100. Патроны «Северная звезда». Овальная дробь. 32 грамма 100 миллиграмм. Вадим все тщательно записывает. Все, теперь вес одной дробины замерим. Случайно выбраны дробины из этого снопа. Замерим вес одной дробины. Нургун, выберите, пожалуйста, одну. Или выбрал уже, да? Давайте, Нургун, выберите одну. Оставил одну? Ага. Ладно, давайте. Патрон. Северная звезда. Завод Феттер, да? Феттерский завод, но с национальным колоритом коробочка и название такое. Северная звезда. Похожий на Феттер тоже гильза белого цвета. И коробочка такая симпатичная. Маркетинговый ход, что вы северяне покупали, да? Здесь пойдем замерять одну дробину. Овальную форму. Записывать тетрадку. Обсуждение начнем с качества дроби, то есть диаметра. Первое место по диаметру, по качеству. По качеству Феттер идет у нас. Вообще, дробь номер 3 это какой диаметр должен быть? 3,5 миллиметра. 3,5 миллиметра. Да. Все ли патроны соответствуют? Так, не все патроны, но есть близкие к идеальному. Это Феттер 3,4 миллиметра. Ему присуждается первое место по место, да. идеальности дроби, по соответствию одной дробины размером. А у нас есть еще также Северная звезда, то есть от 3,4 до 3,9. 0,5 миллиметра, то есть разница. Вот такая большая разница. Овальная, что ли? Овальная у нас получается. Очень много овальных. Так, Азот и Сафари у нас на втором месте, это по 3,3 миллиметра. СКМ 3,25. Тоже весь квадратный овальный какой-то был, да? Да, были овальные неправильные формы. И главпатрон 3,2 миллиметра. Правильная форма, но маленькие, да? Только маленькие, да. Получается, самый мелкий по диаметру это главпатрон. Главпатрон. Самые крупные, Самый крупный это Северная звезда. то есть приближающиеся к 3,5 миллиметров. От 3,4 до 3,9 миллиметра. То Даже там больше? варьируется. Да. Почти доходит до 4 миллиметров. Они овальной формы. Овальная форма. А круглые формы самые это кто? Главпатрон? Главпатрон. А по количеству отрезков, обрубков, ампутированных дробин? Так, у нас, У кого там много было кусков? Там же у главпатрона было. Одна штука, да? Там одна была.
Так, у кого-то 2 было. Предпоследний был, по-моему. Феттер это был. Феттера было Да. 2 отрезанные пополам. Ладно, следующая характеристика это соответствует ли масса дробового заряда, то есть дробового снаряда заявленной упаковки производителем. Так, Северная звезда у нас также тоже может лидировать 32,1 грамм. Угу. Потом с недовесом 31,96. Это СКМ. Места сразу ставьте. Второе место у нас. Первая Северная звезда опять. Северная звезда. Второе СКМ. Второе СКМ. На третьем одинаковый главпатрон с перевесом 0,2 грамма. И Феттер недовесом 0,2 грамма также. Так, Сафари недовес 0,3 грамма, 31,7 граммов. Это он на 4 месте. И в аутсайдерах у нас получился Азот. Ну, у него такие есть 141 дробина, 33,05 грамма. На 5 месте. По количеству дробин, самое большое количество дробин. Самое большое количество дробин это патронов Азот, 141 дробина. Так, далее идет Сафари, 137 дробин. Далее главпатрон 130, СКМ 129, Феттер 128, Северная звезда 121. Теперь приступаем к таблице кучности, опять же. Мы посчитали кучность По патронам. по количеству дробин. Да? По количеству дробин. Ага. Объясните, пожалуйста, как вы считали кучность. Так, кучность была все с инструкции, то есть готовых мишеней стодольных. Стодольной мишени зернового. Ну, как тут и написано. Также посчитали, сколько дробин попало в круг максимального диаметра. Все этот результат умножили на 100 и полученное разделили на сколько есть дробин фактическое. То есть Вот у нас лежит куча отстрелянных мишеней. Вот отмечены с маркером. И получилось у нас по абсолютному количеству дробин, да? Да. В каждом патроне, случайно выбранном из пачки. И кучность, так, по местам как это получается, распределяется? Первое место. Первая Северная звезда. Первая опять Северная звезда. Угу. Так, второе место Феттер. Феттер 70%, да? Да. Сафари третье место 67%. Так, четвертое место СКМ 62%. Азот пятое место 55%. Главпатрон 48%. Первое место, значит, Северная звезда. Северная звезда. Аутсайдер, главпатрон. Главпатрон. Хорошо, теперь приступаем к вашим мыслям по поводу резкости и соотношения с этим резкость и вес дроби. Таблица резкости где? Таблица резкости у нас. Таблицу резкости вводил во время отстрела Нюргун. Расскажите, пожалуйста, как мы вводили таблицу отстрела резкости. Нюргун. Резкость боя мы проверяли на Глубину на проникновения. доску. Да. Стреляли По сухой сосновой доске. по сухой доске и проверяли штангенциркулем глубину проникновения дроби на доску. И потом от всех отстрелянных патронов вывели среднюю глубину проникновения дроби на доску. Хорошо. И в лидерах у нас кто был по резкости Лидером в то время? Лидером у нас После отстрела. получился после отстрела Феттер. У Первое него, место, да? Да, первое место. Средняя глубина. И СКМ. Это по всем ружьям. Да. Феттер у нас на какую глубину среднюю пошел? Феттер и СКМ у нас проникновение 8,5 миллиметров на сухую доску. Потом у нас идет второе место Северная звезда. Глубина? У него глубина 8,4 миллиметра. Ну, почти на один. Получается, вот
отстает от СКМ и Феттера. Третье место. И третье место у нас Сафари заняло. У него проникновение на сухую доску 7,8 миллиметров. Четвертое идет Азот 7,4 миллиметра. И у нас опять же в аутсайдерах остался главпатрон с проникновением дробины на сухую доску 6,5 миллиметров. Давайте, пожалуйста, сейчас под этими цифрами нарисуем массу дробин каждого патрона. Вадим, пожалуйста, нарисуйте массу дробин. Например, Сафари, масса дроби сколько? Давайте с лидера начнем. Лидер по резкости кто там у нас был-то? Лидер у нас был Феттер. Феттер, пожалуйста, вес 31. 31,8. 31,8 напишите, пожалуйста. Ага. 31,8. 8. И СКМ, да? Так, СКМ. Первое место же СКМ? Да. Ага. СКМ. Вес одной дробины. Вес одной дробины. 0,25. 0,25. 0,25. Также Феттер 0,25. 0,25. 0,25. А с одной дробины. Второе место у нас Северная Звезда. 0,29. 0,29. Вдруг тяжелее. Сафари 0,23. 0,23. Случайно выбранная дробина из кучи дроби в патроне. Азот 0,25. Вес случайно выбранной дробины. Патрон 0,22. И теперь, пожалуйста, форму, пожалуйста. Вот первое место по форме кто был-то? По форме у нас первое. Диаметр, давайте, диаметр напишем 3,4. сразу. Первое место, например, Феттер. Феттер. Диаметр напишите, пожалуйста, там сразу под низом. 3,4. 3,4. 3,3 Сафари. Так, Кстати, СКМ. Сафари, да? 3,3. СК 3,25. 25. 25. Азот 3,3. 3,3. 3,3. Патрон 3,2. 3,2. Так, Северная Звезда у нас 3,4 до 3,9. Все. И что мы видим? Есть какая-нибудь логическая цепочка? Более идеально у нас получился дробины патрона Феттер. Феттер, он первое место занял по резкости. Первое место по резкости. Алексей, включайтесь. Смотрите. И также СКМ у нас. Они поделили оба первое место. Масса дробин одинаковая. Размеры отличаются на 0,15 миллиметра. Небольшое отличие. Небольшое отличие, да, имеют. А овальный там у нас кто-то был овальный. Какое место занял? Так, ну вот это у нас и Феттер. Овальный был, да? Да, Феттер, овальный. Северная Звезда, сильная, овальный. Очень много было овальной формы. И все равно первое место занял. Он второе место занял. А по массе как? Чем тяжелее, тем резкость лучше и получилось, и как? Так, По закону физики по массе у нас Северная Звезда был самый тяжелый. самый тяжелый. И какое место? Второе место. Второе по резкости боя. Второе место. Самый легкий был главпатрон. И Он у него оказался в хуже аутсайдере. всех. Да. То есть это доказывает то, что вот чем тяжелее масса одного снаряда, одной дробины, Снаряда. тем лучше резкость боя. Резкость боя получается. Да. Ну так и есть. Алексей, что вы скажете? Нигун, что вы скажете? Вот, получается, там вот пишут, да, везде вот 3,5 миллиметра дробина, да, а здесь у нас такого соответствия не соответствует все. Все патроны не соответствуют указанным в пачке характеристикам. Да. В общем, То есть- вот, что производитель перестал следить за стандартами производства. То есть, поскольку есть значительное отступление от установленных норм. Да, что печально. То есть он вводит нас в заблуждение. Еще что скажете?
Все. Ну это скрытая реклама. Вадим, Все овальное. Вадим, Пусть я вальный. что скажете? Вы будете покупать округлый дроп или овальный? Оказалось на практике, что овальный неплохо стреляет. Нужно самому заряжать. Нужно самому заряжать. Да. Да, Вадим Винокуров, математик, будущий горный инженер, выбирает самостоятельно снаряженные патроны. Нургун Савинов, строитель, выбирает Я выбираю Феттер. колоритный, Северная звезда, тот же Феттер. колоритный получается. патрон с Феттер, Да. Северная звезда. И журналист Алексей Рудых выбирает В принципе, я уже определился. Подозрения, которые были до независимого отстрела, скорее подтвердились, чем отверглись. Поэтому Феттер стал более лучшего качества производить, чем было несколько лет назад. Хорошо. Я скажу то, что усиленно рекламируется, не значит, что это самое лучшее. Так что выбор за покупателем, за простым охотником, после просмотра нашего теста мы ничего не рекламируем, никакой заинтересованности не имеем. Это был объективный тест. Спасибо за внимание.